вечная история. Прощай, пока, до скорого, но нет на сердце зла. Такие вот дела. Палатки, костер и песни – вот атмосфера любого горного лагеря. А если еще этот лагерь детский расположен в самом живописном уголке Абхазии, в Ауатхаре, то само собой понятно, что здесь весело и с пользой проводят свой отдых наши дети. То, что сегодня здесь происходит, летний лагерь Ауатхара 2009, поддерживается международной неправительственной организацией World Vision. Такого рода проекты, они очень важны для наших детей. Это как раз такой возраст, когда ребята начинают для себя узнавать что-то новое. У них становится характер, и как раз вот дружба, любовь, взаимопонимание и терпение и доброта как раз те черты, которые необходимы нашим детям. Помимо того, что дети здесь отдыхают, общаются, знакомятся, они проводят еще и какие-то определенные занятия. Нынешний лагерь включает в себя несколько таких компонентов. Это подготовка спектакля, сценарий которого ребята составляли сами. По их сочинениям, потом профессиональный режиссер и актер, сотрудники Дома юношества, составили целый спектакль, который здесь они разыгрывают, изучают, и в Сухуми он будет уже показан на широкую публику. Дом многолетний стоял у опушки, мудрый, высокий. Там на лужайке, залитой солнцем, цветы расцветали. Жил лягушонок в темном болоте, горя не зная. А в незабудках кузнечик стихи сочинял беззаботно. В стригнутом дубе высоком гнездо для себя и стенок. Трое они уж давно неразлучными были друзьями. Это гнездо построил Аистенок своим собственным клювом. Это гнездо построила Аистенок своим собственным клювом. Ты думаешь, сейчас все, убил ее этим? Сейчас не то, что она еще новое построит. А мне-то что? Потратить и еще. Нечего бегать и прыгать. Бездельники. Что? Это мы бездельники? Ребята в течение нескольких месяцев по протяженности этого проекта они занимались по различным видам прикладного искусства. Это была и роспись по стеклу, это была и работа с глиной. Ребята делали удивительные вещи из керамики, глазурованной, обожженной, необожженной. Это была работа с пластилином, с цветной бумагой, работа с нитью, макраме, оригами, различные композиции из природных материалов. Словом, потрясающие вещи, которые делали ребята своими руками. Вот здесь, в лагере, ребята из различных регионов обучали друг друга своему мастерству. Афонцы учили гудауцев, гудауцы учили гагринцев и так далее. И получилась удивительно интересная композиция, которую сами ребята называют как «Остров мира», «Остров добра». Большое-большое панно, которое они собрали из своих собственных работ здесь. Мы работали на протяжении всего времени. Мы работали с бисером, мы работали с экибаной, мы работали с гобеленами, также мы работали вот с гончарным кругом и с глиной. Когда я научилась плести на бисер, я много чего придумала. Например, девочку, мальчика, как можно сплести. Потом нас еще учили делать змею, рыбку, бабочку мы должны были научиться, но не успели. Потом еще делали крокодила. Также можно плести из проволоки. Очень легко,
только проволоку тоже нужно выбирать тоненькую. Мне очень занятно увлекаться этим делом. Вот особенно очень увлекательно бисером. Из бисера можно делать любые возможные вещи. Даже можно сделать, мы даже один раз делали шкатулку из бисера. Была очень красивая. Ну а так, в общем, просто интересно, поэтому я этим занимаюсь. Одна из главных составляющих горного лагеря – это дни походов. Горы, как правило, не прощают ошибок. Неподготовленному человеку здесь делать просто нечего, и потому ценятся выносливость и физическая подготовка. Слева направо. По порядку номеров рассчитай. Поход на озеро Мзы считается походом средней сложности. Всего 8 километров, но он проходит по горам, по болотистой местности, по крутизне. И в конце пути маленькое ледниковое озеро варенье крутых гор. В хрустальных водах отражается необыкновенно синее небо и облака. Все это великолепие портит только дело рук человеческих. Балаган, построенный для продажи продуктов и напитков. С каждым годом это строение увеличивается в размерах, добавляются помещения, и совершенно непонятно, почему такое допускается в заповедной зоне. Однако красота оскверненного озера все равно потрясает. И где еще в июле можно поиграть в снежки? В горах погода меняется мгновенно. Не успел отряд передохнуть, как набежали тучи и хлынул дождь. Загрохотал гром, засверкали молнии. И вот вам экстремальная ситуация, из которой с достоинством вышел весь отряд. Вот мне было приятно услышать от одного нашего знакомого, что наш ученик, находясь в военной академии, их выкидывали в леса на выживание. И этот молодой человек, теперь уже взрослый воин, находясь где-то в России, показал себя с очень хорошей положительной стороны. У него были все практически влюблены, и все удивлялись, откуда этот молодой человек из далекой Абхазии, неизвестно, можно даже сказать, Абхазии, мог столько знать и столько сделать. Прошедший дождь мгновенно изменил весь ландшафт местности. Реки изменили свои русла, появились запруды из поваленных деревьев и кустарников. Руководителям и воспитателям лагеря удалось осуществить поход в район Семи озер, находящийся почти на границе с Россией. Именно сюда, на сочные альпийские луга, пригоняют свой скот абхазские пастухи. На перевале Пыв стоит до сих пор памятник защитникам Кавказа. Отсюда и начинается крутой подъем к Семи озерам. Вот там курс находится. Внизу 7 озер находится. Святое место. В давние времена наши деды сюда выводили скот, и здесь было пастбище. Вершина Ажара. Внизу находится наш лагерь и местечко, называемое Аватхара. Аватхара. Спускаться? Спускаться там надо будет. Разделив обед с заплутавшей группой туристов, наш маленький отряд поднимается на снежные вершины. Идти становится трудно. Надо идти цепочкой, след в след. И вот, наконец, все трудности пути забываются, потому что впереди первое озеро, покрытое льдом. Но оказалось, даже здесь, в царстве холода и снега, обитают живые существа. И повсюду, конечно, необыкновенные альпийские цветы.
Лучше гор могут быть только горы. Каждый, кто попадает сюда, испытывает в душе восхищение, преклонение перед этой красотой. Не остались равнодушными и мы. Жизнь в лагере тем временем продолжается. Постоянное пребывание на воздухе улучшает аппетит, и потому самое оживленное место в лагере – кухня. Ну а по вечерам, конечно, дискотека. Отмечали в лагере и день рождения. Наидочку, с днем рождения, Наида, улыбнись. Итак, 12 дней пролетели быстро и незаметно. Ребята сдружились, привыкли к лагерной жизни. Что же особенно запомнилось им? Когда мы идем в походы, мне нравится, когда все друг другу помогают, когда речку дружно переходят. И есть один момент, когда все у костра собираются и дружно все обсуждают. Особенно незабываемый был поход на Чхэ, на озеро Чхэ. Также не менее интересный был поход и на озеро Мзы. Но на Чхэ, конечно, озеро было более заледенелое, покрыто льдом, и мы рассмотреть его так конкретно не смогли. Дальше еще мы очень отлично провели время во время походов, покатались на ледниках, подурачились, побесились. Я не первый раз в лагере, уже во второй раз. Все равно было очень интересно побывать вновь во всех походах. Как все открывалось по-новому, не так, как, например, в прошлом году. Также очень запомнился поход на Мзы, когда на обратном пути полил сильный дождь. Этот дождь очень нас сплотил, мы вместе переходили реку, все-таки пытались поднять друг другу настроение, по дороге пели, танцевали и вот так преодолели все те километры, которые мы шли туда, может быть, скучные. Под дождем было веселее. Гоните все в Аватхару, здесь прикольно, вообще оторвете. Я второй год уже здесь нахожусь, мне очень понравилось. Ну, сюда приезжают дети со всех регионов, там Спарчал, Гала, Чемчира, Сухум, Кагра. Ну, короче, со всех регионов приезжают сюда. Я приобрел новых друзей и хочу, чтобы такие проекты продолжались. Вчера мы вызывали духов, и потом мы решили приколоться над другими ребятами, оделись, сделали крюк, и Диму переодели в мумию, да, и пугали. Там кто-то аж заплакал, как визжали, даже взрослые прибежали и испугались. Когда я приехала, с самого начала мы нашли общий язык со всеми ребятами со всех регионов Абхазии. И я думаю, что по приезду домой, по возвращению домой, мы также будем поддерживать связь нашу. Ауатхара в очередной раз раскрыла свои красоты и богатства, воспитала и закалила наших детей. Ну а мы, взрослые, уезжаем с надеждой, что нам всем хватит ума сохранить и передать потомкам этот заповедник.